Друзья, я продолжаю тему белых шаманов, тему посвящений белых шаманов, служения белого шамана. Вот еще стихотворение. Я белый шаман. Я белый шаман, в бубен бью, калачу, солнце рождаю, свет источаю, световое полотно тку, луч солнца беру, руны светом начертаю, сердцем говорю, что знаю. Я белый шаман, в бубен бью, отца и мать призываю, сердце тает от огня, пыльцу источает, сердца цветы опыляет. Я белый шаман, высокой гиперборейской метки, не нужны мне чьи-то чужие отметки. Даже не приближайся, Люцифер, тебе нет во мне места. Я белый шаман, высоких белых небес. Много раз на земле умер и снова воскрес. В бубен бью, сердца питаю, наполняю и преображаю. Веду народ к золотому деду и золотой бабе. Исправляю пути, зажигаю сердца, чтобы увидели наконец-то отца и мать и обрели доброту, золотые составы в сердце. Шаман для своего народа, для своего племени был отцом или матерью, если это была женщина, учителем, хранителем архетипов. Он открывал назначение людей в данном племени или в данном народе. Он учил разным навыкам, письменности, охоте, чтению следов, лечению болезней. Он сам лечил, сам, так сказать, помогал людям решать самые разнообразные задачи и проблемы. Кроме того, часто шаманы были еще, скажем, кузнецами, ремесленниками, художниками, музыкантами, поэтами, и проявляя свой дар шаманский не только в виде духовного служения, в виде камлания, например, шаманского путешествия, а проявляли в поэтических, в художественных образах. Очень важно не втискивать шамана в какие-то общие такие устоявшиеся каноны, штампы, схемы привычные, которые уже набили оскомину, собственно говоря. Шаман, он всегда живой, он всегда, можно сказать, живое откровение, истинный белый шаман. Он никогда, собственно, не повторяется дважды, он всегда новый, он всегда непредсказуемый, преображенный, действует так, как никто не ожидает. Шаман проявляет свойства божества и совершенного человека. Без совершенства нет шамана. Хотел еще такой вопрос рассмотреть. Шаманы очень разные бывают. Есть большинство шаманов, это по сути это медиумы, которые входят в контакт с разными духами. Но есть шаманы, и эта традиция известна, например, в Монголии есть шаманы, которые идут путем внутреннего совершенства. Эти шаманы, они наиболее, что ли, близки к архетипичности, наиболее в них проявляется духа небесного божества. Они не просто сосуды, они сами, так сказать, потенциальные божества, которые раскрываются в своей земной жизни. Допустим, индейцы Северной Америки называли земной путь, духовный путь, красной тропой. Пройти красную тропу означает раскрыть себе божество, раскрыть себе потенциал духа, божественные дары. И стать с божеством, собственно говоря, одно, это и есть стать божеством. Пройти красной тропой предстоит каждому из нас, каждому человеку.
В современном мире шаманы, они часто, допустим, занимаются каким-то ремеслом, каким-то делом, помимо своего шаманского дела. И это совершенно нормально. И нужно быть готовым к тому, что вы встретите шаманов какой-то новой формы, так сказать. Ну, их служение будет в какой-то новой форме, в непривычной форме, не в той, как вот описано, допустим, в интернетных материалах, там, в книжных материалах. Служение белого шамана, оно очень такое удивительное. Это служение внутреннее, сердечное служение. И бубен шамана, бубен белого шамана, это сердце прежде всего. И это солнце. Бубен имеет солнечную природу. Вот у меня есть стихотворение о бубне. «Мой бубен конь» называется. «Мой бубен конь, духа светлоясного, в нем огонь. Он инструмент добра, отца нашего Ра. Помощник в хождении за 3-9 земель. Сделан обруч его из древа жизни, Аар, Луун. Суть его выражена руной Хель. Оседлаю бубна коня и пойду в солнечный мир отца и матери Ра. Там протоманьяны звучит эфир, там божества видят цветка, птичек, добрых животных, бабочек, трав. Счастливы они безмерно, живут в нескончаемом экстазе небесной любви, обожают нас запредельно и тем обоживают мир. Дух светлоясный в этом стихотворении – это дух Небесного Отца. Я использую здесь разные имена. Допустим, имя Ра. Отца Ра, матери Ра. Шаманский пантеон очень многообразен. Шаманские пантеоны разных народов очень разнообразны. Там очень много разных божеств. Я русский шаман. И мне близки, допустим, славянские имена божеств. Но я также, мне очень близок шаманизм, близка традиция шаманов, мне близка, скажем, духовность якутов, духовность белых божеств. Поэтому я здесь еще использую термины из якутского эпоса, из якутской духовности. Вот, допустим, древо жизни, Аар, Луун. В разных народах он назывался по-разному. У славян это дуб, стародуб или береза, золотые листы. В Гиперборее оно называлось древо Марион. У суфиев оно называлось древо Туба и так далее. То есть на самом деле мы все понимаем, что Небесный Отец, Он единый для всего человечества, но каждый называет Его по-своему, и каждому народу Отец открывает какую-то свою черту, поэтому очень много имен можно увидеть, разнообразных имен Отца и имен Матери. На земле их как минимум 1500 имен Небесного Отца и 1500 имен Небесной Матери, а может быть и гораздо больше. То есть я, изучая культуру разных народов, интересовался прежде всего пантеоном божеств и очень много имен нашел для себя, обрел для себя имен Небесного Отца, имен Небесной Матери. Вот в прошлых стихах я там называл имена такие: Ульгень и Умай. Кто такая Умай? Умай — это Небесная Мать. Это Великая Белая Мать Трисолнечной Гипербореи. На Алтае и в тюркском мире ее звали Умай. Ульгень — это имя отца, причем удивительное имя, это отец как бы в материнском проявлении. Ульгень. Отец Небесный. Я преподношу свое понимание, может быть, для кого-то это будет не совсем приемлемо, может у кого-то возникнуть много вопросов, но
лично для себя я выбирал то, что отзывалось в моем сердце, то, что касается архетипов внутренних. Вот могу пример привести из якутского эпоса. Одно из имен, значит, якутской белой богини Эй-Эх-Сит. Якутская богиня Эй-Эх-Сит. Или якутская млекопитательница. Вот два стихотворения, посвященные ей, я вам преподнесу. Якутская млекопитательница. То есть это мать, которая питает небесным молоком. Вея миром, дыша добром, приблизилась Эй-Эх-Сит. В руках она несет чурон, поит своим молоком. Выпей, сын мой, мое молоко, станешь ты божеством. Доброта проснется в сердце твоем, станет солнцем вечным оно. Всяк согреется в сердце твоем у духовного огня. Солнце ярче свети всегда, там, где свет, нету тьмы и зла. Там торжество и Эй-Эх-Сит, и межгалактического добра. Якутская богиня Эй-Эх-Сит. Вея миром, дыша добром, приблизилась Эй-Эх-Сит. Взяла она чурон, наполнила кумысом и поит детей своих, богиня Эй-Эх-Сит. Священного древа душа, Хотун Аан Аллахчин, питательница богатырей, хозяйка вселенной Аан Аллахчин, поит детей своих из грудей, в которых кипит божественный сок, благодать дарящая силу и жизнь. Живет она в развилве могучих ветвей, в священном древе Аар-Лувун, и поит она из своих грудей якутских богатырей. В якутском эпосе Олонхо есть еще один образ богини, богини земли, это Аан Аллахчин. Она живет в священном древе, в древе жизни, в древе Аар-Лувун. Вот эта богиня, она поит своим молоком богатырей и богатырок, которые начинают свой путь подвигов. Если они не выпьют этого молока, ее, они не смогут совершить свои подвиги. Это молоко, которое укрепляет их дух, их душу и дарит им божественные составы, проявляет в них божество. В этом и тайна, собственно, богатырей. Они побеждали божественные силы. И вот в эпосе Олонхо, в одной из книг, Нюргюн Боутур стремительный, то есть Нюргюн, богатырь стремительный. Там есть момент, когда Эр-Сагатох, молодой богатырь небесного происхождения, вот, начинает свой путь служения богатырского, богатырских подвигов. И по дороге, значит, встречает вот это древо Аар-Лувун и встречает богиню Аан Аллахчин. Значит, он подходит к древу, древо преображается, оно преображается в эту богиню. Он видит эту богиню, у богини две огромные груди, как бурдюки огромные для хранения кумыса у якутов. И она, значит, ему преподносит свою грудь. Ее грудь золотым соском, и в ней вот сила ее материнского молока, сила вот этих молочных божественных составов. Эр-Сагатох с такой жадностью пьет. Она ему говорит, значит, прежде чем ты совершишь свои подвиги, ты должен выпить моего молока. Никто, кто не выпил моего молока, не сможет совершить подвиги, которым он предназначен. И подает ему свою грудь. Он берет сосец и сосет ее молоко. Это молоко полно божественной силой
И Эр Сагатох с такой жадностью высасывает это молоко, что богиня бледнеет, значит, и ей кажется, сейчас дух выйдет из нее, дух жизни. Она резко вырывает грудь из его уст. И древо опять превращается в древо. То есть богиня как бы сейчас, Эр Сагатох, ошеломленный, значит, как бы недоумевает об этой встрече и не совсем понимает, была ли эта встреча, не была ли эта встреча. Он же пил молоко, так сказать, на губах его молоко. Он чувствует вкус этого молока. Он точно помнит, что была богиня, и в то же время он видит древо. Вот такая была мистическая встреча. И вот когда якуты совершают свое таинство на праздник Исех или Исеах, правильно называть его Исех, то есть праздник благословения, шаман, белый шаман якутский преподносит чорон. Чорон, то есть чашу с кумысом. Этот кумыс преподносится божествам, благословляется белым шаманом, и из него, так сказать, окропляют молоком небо, землю, огонь, мир божеств, мир духов, стихиалий, трав, людей, животных, птиц, в общем, всего живого. И потом якуты вкушают этот кумыс, пьют из чорона. И даже современные якуты считают, что божества все, что необходимо, дает им через этот священный кумыс. Ну, а в прошлых видео я вам очень подробно, в общем-то, рассказывал о тайне чорона, о тайне того сакрального напитка, который находится в этом чороне. В завершение скажу, что еще буду открывать эти тайны, эти темы. Я очень часто возвращаюсь в своей поэзии, в своих статьях к теме шаманов, к теме чаши, чорона, к теме шаманизма, шаманского служения, к теме сказительства. Еще о сказительстве много скажу. У меня есть стихи и о сказителях, и о природе, и об Алтае, о горе Белухе. Тайны горы Белухи еще открою вам через свою поэзию. Ну и так, в беседе в нашей. Очень рад вас приветствовать. Очень рад дарить вам эти поэтические свитки. Приходите еще на мой канал. Вам будет очень интересно. Мне есть чем поделиться. За эти годы я накопил очень много всего. И если вам будет интересно, я могу преподносить разные темы. То, что пережито. То есть я говорю только о том, что пережито, что я знаю, о том, что проявлялось в моей жизни. Еще очень много мистических встреч было у меня, мистических разных событий. Я об этом постепенно буду рассказывать. Ваш сказитель, сын Большой Медведицы, Полярной звезды, писатель, поэт, варганист, импровизатор Эр Сагатох Чоронкин, Олег Никипелов. До новых встреч, друзья. Благодарю вас за присутствие на канале.